Стадион «Спартак» в Рязани до 1 сентября будет центром проведения международных конкурсов по полевой выучке, десантный взвод и тактический стрелок. В мероприятии приняли участие командующий воздушно-десантными войсками России Андрей Сердюков, губернатор Рязанской области Николай Любимов, руководитель силовых структур региона. Впервые в рамках армейских международных игр 2021 воздушно-десантные войска проводят сразу 2 международных конкурса. Определять лучший десантный взвод будут на полигоне Дубрович, а тактического стрелка на полигоне учебного центра Сельцы Рязанского гвардейского высшего воздушного десантного командного училища имени генерала армии Маргилова. В 2 этапах участвует в сумме 35 команд, почти 600 человек из 24 стран Европы, Азии и Южной Америки. Среди них Бразилия, Шри-Ланка, Иран, Мьянма, Абхазия и Южная Осетия. Во-первых, скажу спасибо организаторам конкурса, Министерству обороны Российской Федерации за оказанную честь, то, что пригласили нас выступить на этом конкурсе. Команда очень твердо настроена, у ребят глаза горят. Команда состоит в основном из курсантов Рязанского высшего военно-десантного училища. Ребята хотят показать себя. Впечатления от открытия конкурса наилучшие. Особенно понравились спортсмены и парашютисты, которые прилетели с флагами республик, показали красоту. Спасибо организаторам. Участникам десантного взвода предстоят прыжки, марш-бросок, полоса препятствий, рукопашный бой, стрельба, в том числе и из гранатометов, и гонки на боевых машинах. Стрелки же будут состязаться на открытых площадках, в зданиях и лесу, используя пистолеты, автоматы и гранаты. У нас конкурс был проведен среди всех частей Министерства обороны Республики Абхазия. Отбирались только наилучшие и наиболее подготовленные стрелки. Такие соревнования у нас впервые. Всем очень интересно. Будем учиться, перенимать опыт у боевых товарищей. Международные конкурсы «Десантный взвод» и «Тактический стрелок» завершатся 1 сентября. Торжественная церемония закрытия состоится на стадионе «Спартак» 2 сентября. Участники международных военных игр на танковый биатлон съезжаются со всех уголков света. Китая, Афганистана, Ирана, Венесуэлы, Индии, Абхазии. Тренируются на десятках полигонов, как в России, так и за ее пределами. В этом году география конкурса шире, а дисциплин на порядок больше. Танковый биатлон, как известно, самый зрелищный ключевой конкурс армейских игр. К тому же это одно из самых сложных состязаний. Команды из разных стран преодолевают настоящую полосу препятствий. Пройти дымовую завесу, воду, избить 3 мишени. Не каждому под силу, потому на подмосковный полигон Алабино выходят только лучшие. Экипаж готов на 100%. Мы сами выбрали этот путь. Мы знали, что это будет трудно, но мы приложили все усилия для того, чтобы выступить в танковом биатлоне. Наши военнослужащие настроены по-боевому. Говорят, готовились, не покладая рук. Изнурительные тренировки в течение нескольких недель, и они готовы сражаться в меткости и скорости со всеми своими соперниками. А их у нашей команды 3 – Южная Осетия, Таджикистан и Катар. ويتحكيت أكتب عن أحكلرت زخيوبي شخطويبش خنزع يا هايوغ هراخ بخزود هاشت خيتو هاشت يوجنا سيديا تا ورتجي خوكوباج كونترا زازوب يوبارتوب يزغازوب شخصي تبخي كلان دارا خبزين عدبشيت أخا هاي حطوب حنوبسكو شانوغو. На танке синего цвета 3 абхазских курсанта. Командир экипажа Армен Ферманян, наводчик-оператор Руслан Гогия и механик-водитель Алан Гвинджи. К выполнению заданий приступили вслед за таджикской командой. За всем происходящим пристально следят не только судьи, но и болельщики. Только надеемся на лучшее. Больше иначе ничего. Мы ради этого мы сюда приехали, чтобы завоевать 1 место. Надеемся. Танковый биатлон подразумевает не только точность стрельбы из установленного основного и дополнительного вооружения, но и искусство вождения танка. Тут имеет значение каждая деталь. Например, за незакрытый до движения танка люк
команда может получить серьезное наказание в виде штрафного круга. Ну а если боевая машина сдвинулась с места с неразряженным орудием, то команда получит штрафные баллы, которые повлияют на конечный результат. Экипаж Минобороны Абхазии уверенно стартовал, но позже неприятности посыпались одна за другой. Сначала дал технический сбой первый танк, и его пришлось сменить. Есть такая возможность, танк можно менять по требованию, так сказать, руководителя команды, тренера команды. Но в любом случае, по чьей бы вине не осуществлялась замена, виновен экипаж, невиновен экипаж, обязательно штрафной круг. Сменив боевую машину, наш экипаж вновь вышел на полосу препятствий. До финиша оставалось всего несколько десятков метров, когда при прохождении водной преграды в аккумуляторный отсек попала вода, что привело к замыканию и выходу из строя. Техническая комиссия изучает ситуацию, после чего будет вынесено заключение о причине неполадок. Ну а пока наша команда закончила участие в первом этапе гонки. Но отчаиваться еще рано. Впереди у наших военных еще 2 заезда, которые состоятся 26 и 28 августа.